вот, загрузился. Батареи. Нормально так. Артиллерия батарей. Одна есть контрактная. Но дорого будет, ребят, дорого. В общем, с ценами что-то неладное. В общем, отоварился. Теперь остается доехать. Завтра выезд. Как раз перед тайфуном. Тайфуном она, блин, будет вообще жестко она. Ну чё, первые 200 километров проехал. Багажник. Базар везет. Ну посмотрим. Пружины Трасавто без проставок. Нормально доедем. Надеюсь, ничего не лопнет здесь. Крыша, надеюсь, не лопнет. Как когда-то, блин. Через 3 часа 4. Ночной мост Хабаровск. Так, гордость Якутии. Багажник Эксперт. Тут 16-е колеса с литьем. 16-е колеса. 205 на 65, она прилично весит. Плюс батареи. Нормально так, батареи у меня здесь около 100. Где-то 150 килограмм только батареи. Там лодка с мотором, плюс шмурдяк. Кое-какой инструмент. Здесь у меня тоже неплохо так весит. Оборудование. Так, мотор вон там. Лодочный мотор. В принципе, как-то так. Так, пружинки Трасавто. Трасавто. Сейчас под напряжением, конечно, не капитальным. Чуть-чуть. Может, балка чуть-чуть погнется. В общем, расстояние до фаркопа. Но это мой ограничитель. В принципе, если его не было бы, неплохо. Вот где-то вот такое расстояние до до этого. Пузыревое место. Где-то вот кроссовок. Если бы фаркопа не было, это нижняя точка. С одной стороны это хорошо. Когда сильно прогибается, он им ударяется. Бам, вот здесь вот у меня уже замято. Им ударяется и не дает пружину сильно сжать. Потому что если пружину сильно сожмет, она просто лопнет. Как-то я снимал этот пружину сильно. Паучок по мне ползает. Фу. Да что ты, блин. И он как ограничитель выступает. Когда бам, сильно прогибается. Ну, стукнуло, да стукнуло. Им ничего страшного. Но ограничитель получается. Так, по идее, вот даже не пролезть сюда. 2 пальца здесь стало. Сейчас, конечно, в жестком напряжении идет. Резина 205 на 70 на 15. В принципе, самая хорошая, так скажем, резина. Вот именно в этом формате, чтобы просто кататься. Я просто за красотой. Тачка понтовая. Тачка понтовая. Вот. В салоне у меня дети. Так, помолчите, пожалуйста. Сидят. Вот. 2 монитора тут осталось. Неплохо тут вещи. Тут сколько-то килограмм, короче. Самая гордость это вот лестница. Без лестницы смысла нету в этом багажнике. Как ты туда будешь закидывать? Вон такая система крепежа. В принципе, базар везет
проверенное временем. Почему именно вот такое большое расстояние? У меня видео есть, чтобы вот нога нормально ступала этой частью. Не носочком, а именно вот так вот, чтобы ты не упал. Хоба! Залез спокойно. Ну тут много всякого. В принципе, тут где-то около 300 килограмм, может больше. В общем, скоро доеду. Скоро доеду. Еще раз круговой обзор сделаем. Нормально так стянулся. Вот потелепало. Ветром потелепало. Разорвало. Там еще армированная у меня пленка сверху. Потому что оборудование дорогостоящее. Выйдет из строя, фигово будет. В общем, как-то так. Кафе. Кстати, неплохое кафе, вот видите, дорожная сеть называется. Вот такая заправка здесь заброшенная. Ага. Неплохо тут все. Домашние, пельмешки домашние. Хорошая кафешка. Вот. Сейчас чуть-чуть разомнусь. Я поеду. О, 14 регион. Привет, гибридный брат CHR. Ну вот, присел он так неплохо, но базар везет. Деда, расскажи, пожалуйста, про мед. Стоит ли покупать возле дороги? Ни в коем случае. Почему? Потому что выхлопные газы, все это, прочее, это на цветах отлагается, и нектар вместе с этими вредными веществами. Только можно с тайги брать, да, получается? Да, а так, да, которые да, возле дороги вот так мед вот так вот продают, нельзя брать. Ну, если пасеки в тайге, то хороший мед. Все. А где пасеки вдоль трассы, это ерунда. Все. Всего доброго, до свидания. Ага. Удачных вам. Ага. В интернет только не выкладывай, а то засмеют. Никто не засмеет. Какой это километраж у нас? О, Да хрен его знает. о, шишечку. Остаточки от шишечек. Можно шишечку взять одну такую? Тогда киньте нам, пожалуйста, девчонкам, пусть они клюют. Какой это километр? Что это вообще? Где мы и находимся? Кулидур? Кульдур. Кульдур. И где липа растет? Куда надо ехать? В лесу. Где, куда ехать надо? Это у нас от поселка, там через поселок. В тайге у нас здоровее пасеки держат. Настоящая липа, да? Настоящий мед. Да, настоящий. Это только липа у вас. Почему? Тут цветочные и липовые. А я что взял? Липу взял? Вы 2 липы взяли. Все, отлично. Все. Как-то так. Вот. Женщину и девушку увидите. Покупайте. Староверы, говорят. Которые на экологии чисто замешаны тут. Где нету всяких машин и прочего. Грибы тоже возле дороги нельзя собирать. А у нас здесь нет. Я услышал. Так точно, товарищ полковник. Зоопарк. Ну что, отдыхали? Да. Тихо, тихо. Блин, фокус не ловится. Эй, парень. Парень. Прикольное явление. Ну-ка, если вот так взять его, что будет? Ух ты, нифига, он поворачивает. Эти-то не поворачиваются. А это поворачивается. На тебе, чилим. Офигеть. Сейчас все на меня нападет. Богомол. Зея, река Зея. Знаменитый мост. Здравствуйте, Элизабет. Как вы узнали, что это я звоню? О, как грузить надо. То, что я нагрузил, это детский сад, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Bluetooth. Включим, такая хорошая песенка играла.
кто не знает, но вот тут вот так написано. Список граждан предприятий. Свой вклад. Я думаю, что с любым может случиться все что угодно. Что Где угодно. И когда угодно. Я понял, а еще я понял, что с идиотизмом придется жить. Кто-нибудь? Опа. Самые приятные моменты, когда возвращаешься домой. Ё-моё, блин. Столько времени, блин, в пути. Красавица река наша, ё-моё, блин. Нафиг надо было куда-то ездить. Вот мы на пароме. Родная река Лена. Когда же уже построят тут у нас, блин, мост? Ну вот и добрался. Блин. Фокус. Все, добрался. Сейчас вот это вот буду выгружать. Литье, не литье. Потихонечку буду сюда. Выброшу пока. Выброшу. Вот это не забыть взять с собой на отправку. На отправку. Оба. Хорошему другу. Так. Буду выгружаться. Интересное явление. У нас побывал очень талантливый художник. И на фасаде дома вот такая картинка обалденная. Мальчик что-то в песке каком-то. Какой-то вот такой персонаж здесь. Интересный. И как бы то ли вода, то ли что отражается. Пятиэтажка. Блин, ну это круто на самом деле. Еще у него вот такой значок. Видимо, его клеймо. Такой вот мастер интересно побывал у нас, блин.